Александр Степанович, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. В Якутии от наводнения пострадал ряд населенных пунктов. Большой ущерб паводок нанес объектам энергетики. Как ведутся восстановительные работы и успеваете ли все закончить? С одной стороны, ресурсы требуют материальные, дополнительные. Мы недавно отправили очередное судно в Ульдекан для того, чтобы обеспечить завершение аварийно-восстановительных работ. С другой стороны, это колоссальное усилие персонала. Все работы в летнее время выполнить невозможно. Те места, куда сейчас нельзя подойти, и невозможно производить бурение. То есть основной, так скажем, технологический процесс, который требует вместо старой опоры поставить новую, это бурение. Или перенести опору на другое место. Бурение во многих местах возможно производить только зимой. Вот теперь смотрите. Ненадежная схема одноцепная. Зимой отключить потребителя более болезненно. Но по-другому эти работы сделать невозможно. Поэтому вот работаем в таких условиях. Отключение электроэнергии, которые с периодичностью происходят в республике, они настораживают якутян. Особое опасение вызывает приближающаяся зима. Вот в чем все-таки причины перебоев? В больших энергосистемах, когда вводится новая электростанция, там десятки электростанций параллельно работающих и сотни генераторов. То есть потеря одной станции, она, как говорится, отряд не заметил потери бойца, и система такие возмущения, она их переваривает, и отключение потребителей не происходит. У нас всего два источника, и когда один выходит из строя, конечно же, это колоссальное возмущение для энергосистемы, поэтому без отключения потребителей ликвидировать такие ситуации невозможно в принципе. На Якутской ГРЭС, значит, мы изменили режимы работы. Новые режимы, которые мы внедрили, они более безопасные. По Якутской ГРЭС новое, каждое технологическое нарушение, их у нас уже было с момента ввода в работу 16, расследовано. До сентября месяца мы полностью весь объем работ, которые требуется произвести на Якутской ГРЭС новое для того, чтобы исключить или минимизировать в будущем такие ситуации, мы произведем. Все же основная проблема энергетиков в Якутии – изолированность энергосистемы. Между тем, еще несколько лет назад было закончено строительство магистральной ЛЭП Нижний Куранах-Мая, соединяющей Центральную Якутию со всей Россией. Вот почему она не работает и когда ждать ее запуска? У нас есть переход с вами между подстанцией Табага и подстанцией Мая. Да? Вот если даже генерации возникнет дефицит генерации в центре, то есть на электростанциях Якутская ГРЭС новая, то перетока мощности с юга до подстанции Мая будет полностью достаточно для того, чтобы покрыть все самые максимальные зимние нагрузки Заречья. Вот, поэтому это будет более надежный режим как для Заречья, так и для центра в целом. Подстанция работает, она испытана, полностью прошла все испытания. Сейчас производится расширение, в том числе подстанции, под те ячейки водные, которые для нас нужны, для того, чтобы мы свои линии уже подключили. К концу сентября мы все эти работы закончим. И 110 киловольт распредустройство для нас оно более важно, потому что без него в принципе сложно синхронизировать работу Заречья и Центрального энергорайона. Ну что ж, Александр Степанович, огромное спасибо, что согласились встретиться с нами. Спасибо вам, Алена.